Добрый день, уважаемые гости и односельчане. В последнее время в нашем селе строится и реконструируется очень много новых объектов. И мы рады приветствовать вас всех в очередной раз на таком торжественном мероприятии, как ознакомление с мультифункциональным центром и встреча с представителями ПРООН и послом Евросоюза. Событие, которое мы сегодня отметим, подарит всем жителям нашего села новые и приятные впечатления. Мультифункциональный центр, оснащенный современным оборудованием, даст возможность создать новые рабочие места и позволит нам проявить заботу и внимание к старшему поколению и социально уязвимым слоям населения. Поздравляем всех присутствующих с этим знаменательным событием и предоставляем слово примару села Ковчак Горизану Олегу Федоровичу. Уважаемый господин посол, уважаемая Сахир Ханум, дорогие друзья, гости, односельчане. Сегодня у нас в гостях серьезная делегация. Это наши партнеры во главе с послом Евросоюза. Я сегодня, когда мы уже знакомились в кабинете примара, отметил, что с предыдущим послом, господином Петером Михалко, мы общались очень часто. И я уверен, что эта традиция у нас будет продолжаться с господином Янисом. Мы сегодня собрались по поводу представления тех работ, которые нам удалось осуществить на территории бывших котельной, бывшей прачечной, бывшей, что у нас здесь еще было, лаборатория, гаражи. То есть мы фактически благодаря нашим донорам, ПРООН, УНДП, финансовой поддержки Европейского Союза восстановили это здание. Это только первый этап. Мы сегодня не перерезаем ленточку. Мы не запускаем его еще в эксплуатацию, потому что у нас есть еще здесь работа. Но мы хотели бы показать нашим донорам, насколько качественно, насколько с любовью выполнена работа, которую мы осуществили. Что подразумевается здесь у нас в этом здании? Это мультифункциональный центр, где наши односельчане, социально уязвимые односельчане, смогут получать ряд социальных услуг. Прежде всего мы находимся в зале социальной столовой. Эта столовая вмещает порядка 100 мест, и мы сможем до 100 человек ежедневно, люди, которые могут передвигаться, смогут одноразовый горячий обед получить в этом зале. Мы построили здесь столовую со всеми требованиями санэпидемстанции, со всеми санузлами. Здесь мы предполагаем, уже есть склад, причем он уже наполовину полный, с материальными ценностями, о которых мы говорили, что в нашем селе есть люди, которые проводят ремонт. И если у них есть какие-то вещи, которые еще могут эксплуатироваться, кровати, шкафы, телевизоры, компьютеры, в рабочем состоянии они могут приносить его сюда, а те люди, которые нуждаются, для того, чтобы не тратили деньги на это, они могут прийти, взять и использовать эти добротные, качественные вещи. Мы здесь располагаем прачечную. Да, у многих сегодня, слава Богу, есть машинный автомат. Но я не исключаю, что есть люди, которые периодически, может быть, будут попадать в какую-то ситуацию, особенно в условиях, когда нету дорожные энергоресурсы и другие сложности, которые смогут прийти здесь просто-напросто, воспользоваться этой услугой центральной прачечной. У нас и лагерь, и много садиков, и спортшкола, поэтому наша прачечная всегда будет иметь работу для того, чтобы выполнять эту функцию. Кроме этого, мы здесь расположили 2 гаража и котельную на твердом топливе. Мы полностью отказались от газа, так как это дорого. И наши подрядчики предложили абсолютно бюджетный вариант. И вот сегодня мы буквально минимальными расходами затопили. И здесь, в этом зале, у нас сегодня тепло и уютно.
Это один из проектов, которые мы сегодня осуществили с нашими партнерами из ПРООН УНДП. Рядом здание, все вы тоже его помните, оно тоже было построено и наполнено, насыщено мебелью, оборудованием, тоже при поддержке наших партнеров. И сегодня мы имеем социальный центр рядом. Мы в 2017 году, опять-таки по линии программы САРТ, после того, как в 2015 построили очистные сооружения, после того, как мы построили центральные канализационные сети по улице Пирогова, Горького, Победа, мы провели канализационные сети от центральной канализации к частникам. Эта работа тоже была поддержана нашими партнерами. Партнеры нам помогли построить 3 бювета. Мы сегодня строим самый большой проект, это плавательный бассейн и многое-многое другое. Поэтому, конечно же, я хочу от своего имени лично поблагодарить наших доноров за ту работу, которую мы сегодня проводим вместе. Это все делается для людей, и это все останется в селе. Поэтому, когда мы идем и когда мы пишем какие-то проекты, это не факт, что нас там ждут с открытыми дверьми. Для того, чтобы получить этот проект, надо очень много попотеть и доказать, что именно жители Копчака достойны этих проектов, этих социальных услуг. И я очень рад, что сегодня нам это не в полной мере, конечно же, никогда до не издать, но будем стараться, чтобы работать как можно больше и эффективнее во благо нашего родного села. Спасибо большое. Послу Евросоюза в Молдове Янису Маженцу. Доброе все еще утро, господин Примас, дорогие копчакцы. Я очень рад быть вместе с вами на этом замечательном мероприятии. Мы часто говорим о инвестициях Евросоюза, Республики Молдова. И мне кажется, что иногда это правильные слова, но иногда они не такие правильные. Поскольку инвестиции подразумевают, что это вложение, от которого потом хотят получить какую-то прибыль. Но Евросоюз это не только торговля. Конечно, у нас есть торговля, конечно, мы рады, что такой большой процент торговли Республики Молдова, экспорта из всей страны, в том числе из Гагаузии, идет в страны Евросоюза. Но Евросоюз это не только торговля. И думаю, что этот мультифункциональный центр это самое хорошее подтверждение. Поскольку Евросоюз это и есть сообщество ценностей. И солидарность есть одной из тех ценностей, которые мы продвигаем и здесь, во всей стране, и в Гагаузии, и в Копчаке в частности. И иногда я слышу от политиков слова, вот где деньги Евросоюза, вот не видим. Вот, надеюсь, что для вас очень будет ясно, где деньги Евросоюза, поскольку, как вы догадываетесь, Копчак не единственное место, где мы продвигаем такие проекты. И этот, я бы сказал, такой проект среднего размера, примерно 100 тысяч евро, который мы вложили для развития этого социального мультифункционального центра. Это только маленькая часть того, что мы делаем и в других частях вашей страны. Конечно, как уже Примар сказал, что этот проект еще не завершен, и я очень благодарен и Примарии, и программе развития ООН о том сотрудничестве, которое у нас было для того, чтобы у нас имелся этот центр сегодня, чтобы у вас имелся этот центр. Но мы с нетерпением будем ожидать, когда оборудование центра будет закончено, и что у вас будет не только красивые помещения, которые у вас уже есть, но чтобы у вас были возможность использовать
всеми теми удобствами, которые этот центр будет доставлять и жителям Копчака, и беженцам, которым я очень благодарен, что вы коллективно помогли в трудное время. И надеюсь, что этот центр с вами будет на долгое время, поскольку есть вещи, которые никуда не пропадают, и надеюсь, что солидарность есть одна из тех вещей, которые с нами будет всегда. Спасибо вам. Дорогие друзья, как мы все знаем, ни один проект, ни одно предприятие не может быть реализовано без соратников и партнеров. Не исключение и наш мультифункциональный центр. И я предоставляю слово заместителю главы представительства ПРООН Сехеру Алимеру. Öncelikle teşekkür ediyorum. Türkçe bir giriş yapmak istiyorum. Sonra teşekkürden dolayı Türkçe'ye döneceğim. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Büyükelçi, sevgili Kıpçak Köyü'nün sevgili sakinleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Я рада, что вы здесь оказались, потому что иначе Я два слова, что на английском перевела. Bu benim ilk Gagavuzya seyahatim. Moldova'ya geleli 5 ay oldu. İlk defa geliyorum. Burada evimde hissediyorum. O yüzden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başta yine belediye başkanımız olmak üzere. Burada olmak gerçekten çok güzel. Okay, I will İngilizceye döneceğim çeviriden dolayı. Sonrasında her birinize ayrı ayrı yine Türkçe konuşmak isterim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. It's an honor for me to be here to witness the results of our joint project with the EU, Mayors for Economic Growth, and today we will see all together the impact that we created for this social services multifunctional center. Как представитель донорского сообщества я очень рада видеть здесь и видеть все то, что мы здесь видим и будем видеть в дальнейшем на протяжении сегодняшнего дня. And the project and the investment that we have had in this village is a strong testament of how we really value resilience, socio-economic integration, and also future growth. И вот те инвестиции, которые были сделаны, они просто показывают на то, насколько мы ценим социальный рост, социальные ценности. We have supported 5 municipalities within the scope of our project, and Kıpçak is one of them. We have invested, 100,000 euros with kind support of EU for the reconstruction of this building and to make it really, livable and serving to the needs of the people in Kıpçak. Мы в целом реализовали 5 проектов, и Копчак является одним из них. И вот сегодня вы видите это прекрасное здание, все те сооружения, которые мы были профинансированы, в том числе и нами. So I said that this is not only a reconstruction project, but we co-designed this center, together with you, together with the staff of the municipality, in order to be really reflecting the real needs of the people here, including the refugees, the Ukrainian refugees. И я хочу сказать, что это не просто вот, что мы сделали, мы это совместно сделали, совместно организовали дизайн, и в том числе предназначили его и для придумывания. So I'm thankful to all of you for your involvement into this process and to be a really good partner with us. Я приветствую вас и благодарю вас за все ваше участие. И мы, в общем, очень хорошо поработали в рамках этой инвестиции. So what we are just doing here, not only just responding to the emergency needs of the population in crisis times, but really, setting up some future related interventions to be
for the people to be much resilient, against similar shocks and crises in the future. Наши усилия направлены не только на то, чтобы как-то реагировать именно на то, что происходит в случаях кризиса, но и помочь создать устойчивое функционирование всех тех благ, которые мы строим, чтобы они служили вам во благо. And I would like to mention that our investment here is only one of our investments in the region in Gagavuzia. We have been working a lot with the authorities here and with the people, community and the civil society organizations for long, as you have been told. Как ПРО, Молдова, мы очень много работали в Гагаузии, здесь с различными представителями, с организациями. And for future initiatives to support the socio-economic development of the region, we really urge you to really partner with us, apply to our initiatives, grant programs, so we will have more opportunities to engage and partner in the future. И мы призываем вас, чтобы вы в будущем работали в партнерстве с нами, прилагали совместные усилия, направленные на более процветающее будущее. So while concluding, I would like to thank once more the EU for their generous support to our project, to other initiatives of UNDP, to the Mayor of Kupchak, for his commitments and leadership, and to all of my team members, to make this happen, which is really impressive. Thank you very much. И от своего лица я хочу поблагодарить представителя Евросоюза за те усилия, которые были приложены совместно с нашими усилиями про ООН. Хочу поблагодарить господина мэра и свою команду, всех тех, кто работал над этим проектом. Thank you very much. Мы уверены, что деятельность национального центра дружно вольет села Копчак, а эффективное и плодотворное взаимодействие и сотрудничество при Марии будет этому способствовать. Предоставляем слово Федоровичу. Уважаемые односельчане, разрешите от вашего имени вручить благодарственные письма господину послу. Господин посол, это толика благодарности чистого сердца от действительно нашего Копчака за тот грандиозный вклад, который вы нам помогли при реализации этого и других проектов. Спасибо вам большое. Хотели также вручить благодарственное письмо руководителю ПРООН Даниле Каспариковой, но попросим заместителя, и вручим с известием с teşekkür Kiev'den. Ama siz yılda bırakmayacağız biz rабочие. Bu da bizim paketimiz. Kıpçak'ın koca başlığı. Bu da size anlatılan bugün hep beraberdik burada Kıpçakların arasında. А сейчас предлагаем вашему вниманию танец, который украсит наше сегодняшнее событие.
вас всех за внимание и предлагаем вам экскурсию по нашему центру.